Свыше 80 тысяч участников из 200 стран мира к проходящей в Москве ежегодной международной энергетической неделе приковано внимание всех экспертов отрасли. Сегодня первый день работы форума. Делегация Татарстана также принимает участие в его работе. И первые же знаковые для республики соглашения подписываются группой компаний «Таиф». Предприятия «Казань-Оргсинтез» и «Нижнекамск-Нефтехим» подписали контракты на 290 миллионов евро с компанией «Сименс». Договор по объекту строительства ПГУ-250 для компании «Казань-Оргсинтез» и договор технического обслуживания между компанией «Казань-Оргсинтез» и компанией «Сименс» подписан. Это соглашение, подписанное «Казань-Оргсинтезом» с компанией «Сименс» о строительстве новой парогазовой установки мощностью 250 мегаватт. Новое ПГУ означает не только создание компании собственных энергетических мощностей, но и снижение воздействия на окружающую среду. Получим очень сильный, хороший экологический эффект. Тема для нас очень серьезная, экологическая безопасность, и поэтому такой двойной синергетический эффект. И получим энергию, и очень серьезно улучшим экологическую обстановку в районе Казань-Оргсинтеза, в городе Казани, ну и в Республике Татарстан в целом. Синтетический газ, побочный продукт производства на Казань-Оргсинтезе, теперь станет топливом для газотурбинной установки. Со строительством новой ПГУ укрепнет в целом энергетическая безопасность Татарстана. С этой точки зрения возникновением нового источника генерации оно способствует и восстановлению такого энергетического баланса и решению задачи восстановлением полностью необходимого объема генерации для покрытия потребностей Республики Татарстан и ее промышленности. Энергетический форум в Москве продлит свою работу до конца недели. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.